Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Сегодня в нашей рубрике «Вечная слава героям» ветеран труда Строев Семен Акимович. Семен Акимович Строев родился 7 сентября 1935 года в деревне Батамай Орджоникидзевского района. Помнит, что в военное время все очень много работали и было голодно. В 1954 году призвался в армию, служил 3 года в Приморском крае разведчиком-наблюдателем. Электроники тогда не было, зато упор делали на умения и способности человека. Все разведчики-наблюдатели к концу службы могли уверенно работать геодезистами, топографами. Их отлично обучили делать привязку к местности, работать с деодолитом, вычислять координаты, расстояние между ориентирами, причем ночью и в туман грамотно работать с картой и еще многому другому. После демобилизации сразу же в военкомате ему предложили по комсомольской путевке пойти работать в милицию. Начал свою службу в ППС, а по вечерам ходил заниматься в автошколу. Армия дала сильное желание изучать технику. Стал водителем в уголовном розыске, ездил на пятиместном ГАЗ-69, потом в ППС водителем патрульной машины. Научился преследовать нарушителей с погашенными фарами. Когда свет внезапно включался перед самым носом у подозреваемых, действовало это ошеломляюще. Но с потушенными фарами ездить трудно, и не у каждого получалось. Бывало до 12-13 вызовов за смену. Норматив для прибытия на окраину города составлял не более 15 минут. Якутск был куда меньше, чем сейчас, но дороги куда хуже. Конечно, первое время так я работал с удовольствием, уже последние годы, знаете, стало трудно уже. Тяжеловато, трудно стало. Преступление уже за преступлением пошло уже. Я когда в патрульно-постовой службе работал, там у меня сколько было, знаете, задержаний. Вообще было все хорошо. Когда вот машины мы получали последние годы, на машине я работал, экипаж. Мы всегда были на почете. Ну, мы там хорошо работали, что там, важно. А с ним, который работали, долгое время он работал с Зарубиным. Его умер нет уже давно. Болел он и умер. Но он его был постарше где-то года на 2. Ну, с 33-го года был, а я с 35-го года. Вот, 2 года разница. Но мы работали. В 1997 году Семен Акимович ушел на пенсию в звании прапорщика. Еще в 1977 году за успехи в службе был награжден орденом Знака почета. Заслужил звание «Отличник милиции», медали за 10, 15 и 20 лет безупречной службы. С женой Зоей Васильевной сыграли золотую свадьбу. Они вырастили 2 детей, есть 1 внук. Все годы вместе, да, рука об руку. Есть. Все было, ну что. Ничего, что пережили. Да. Жизнь прожить не так-то просто. Да. Не дорогой перейти, как говорят. Все было, что у нас. Сколько бед, сколько всего было. Да. Ну ничего. Ну вы молодцы. Но Держитесь. держим, друг дружку держим. В честь празднования Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России руководители столичной полиции поздравили своих ветеранов, находящихся на лечении в медико-санитарной части МВД по Республике Саха-Якутия. Праздник новый, да, к этому празднику нам еще нужно привыкать и привыкать. Этот праздник, если вы не знаете, это приказом Нургалиева в 2011 году был учрежден в ходе реформы МВД. С Днем ветерана сотрудников внутренних дел Российской Федерации. Мы желаем вам, в первую очередь, конечно, здоровья, благополучия. Пожалуйста, не болейте, выздоравливайте. Благодаря вашей поддержке, наверное, мы сегодня, сотрудники органов внутренних дел, достаточно успешно решаем поставленные задачи перед нами. Поздравляю вас, ну и, конечно, актуально. Желаю всем крепкого здоровья, чтобы как можно реже вы к нам попадали и чтобы уходили отсюда с полными сил, с какими-то положительными эмоциями и здоровья вам надолго.
Участковые уполномоченные отдела полиции номер 3 изъяли игровые автоматы на авторынке «Лера». Участковые уполномоченные отдела полиции номер 3 получили информацию от граждан о том, что в одном из боксов на авторынке «Лера» функционируют однорукие бандиты. В ходе проверки информации участковые действительно обнаружили помещение, где стояло 2 игровых автомата, предусмотрительно прикованных к батарее металлическими цепями. На двери помещения красовалась табличка «Закрыто». На самом деле дверь ни днем, ни ночью не запиралась, и любой желающий круглосуточно имел возможность оставить здесь свои деньги. По словам охранника, он никогда не замечал в боксе игровые автоматы. Вероятно, у мужчины беда со зрением. По другой версии, он просто лжет и скрывает владельцы гаминаторов. Участковые распилили цепи болгаркой и увезли автоматы на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следственными органами отдела полиции номер 1 направлено в суд дело по краже имущества из автомашины. В конце февраля оперативные сотрудники 2 и 1 городского отделов полиции совместно произвели задержание группы мужчин, подозреваемых в краже имущества из автомобиля, припаркованного возле спортивного комплекса «Элей-Баатур». В настоящее время обвинительное заключение по данному факту направлено в суд. Следствием установлено, что мужчины подъехали к данному комплексу. Один из них вышел из машины и стал методично дергать за ручки дверцы всех припаркованных там автомобилей. Наконец ему повезло. Одна иномарка оказалась не запертой. Злоумышленник проник в салон. Там находилось 1000 рублей и женские духи. За неимением лучшего он прихватил то, что было, и вернулся к приятелям. В этот момент всю компанию накрыли сотрудники полиции. Что произошло здесь? Не знаем сами. Вы не Даже- знаете? Нет, даже За что адвокат- вас задержали? Вообще без понятия, просто заскочили в машину, открыли и все. За что задержали, молодой Я человек? сам не знаю, за что. За что? За то, что в машине сидел просто. Здравствуйте. Злоумышленник оказался ранее неоднократно судим за различные преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи. В настоящее время раскрыта еще одна аналогичная кража, совершенная этим мужчиной. Ведется следствие. Всех владельцев автомашин убедительно просим никогда не оставлять деньги, ценные вещи и документы в салоне автомобиля, а также, покидая свою машину, обязательно проверяйте, хорошо ли она закрыта. Постарайтесь установить надежную сигнализацию и противоугонное устройство. Сотрудниками отдела по раскрытию убийств столичной полиции в кратчайшие сроки раскрыто убийство, совершенное возле торгового центра «Силуэт». Оперативники убойного отдела столичной полиции всегда считались лучшими сыщиками в республике. Раскрываемость убийств в Якутске стабильно держится в районе 90%. Иногда больше, иногда меньше, но убийства в городе рано или поздно все равно раскрываются. 11 апреля возле торгового центра «Силуэт» был обнаружен труп неизвестного мужчины. Сотрудники городского отдела Следственного управления Следственного комитета республики возбудили уголовное дело. Столичные сыщики приступили к поискам подозреваемых. Установили личность потерпевшего. Им оказался мужчина 1963 года рождения, который приехал погостить к детям из Улуса. В пятницу вечером он ушел в магазин и не вернулся. Несколько суток оперативники работали, не покладая рук, и в результате преступление было раскрыто практически по горячим следам. Сотрудники выяснили, что мужчина решил развлечься и направился в здание театра сатиры, которое вечерами функционирует как ночной клуб. Однако на тот момент он уже был изрядно навеселе и не прошел фейс-контроль. Примерно в это же время к театру подошел еще один потенциальный клиент, которого по той же причине не пустили в клуб. На этой почве несостоявшиеся гости увеселительного заведения познакомились и, раз уж на праздник жизни не попали, решили выпить на обочине. Они купили водку и устроились за заборчиком возле торгового центра «Силуэт». Что отгораживает этот заборчик, непонятно, зато желающих совершить темное дело может запросто укрыть от посторонних глаз. Собственно, так и произошло. Сначала мужчины выпили, потом началась словесная перепалка. Новый знакомый был значительно моложе потерпевшего и после вспыхнувшей драки забил его до смерти. После содеянного обшарил карманы и похитил сотовый телефон.
Сотрудниками отдела по раскрытию убийств столичной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый за разбойное нападение мужчина 1984 года рождения. Он отбывал наказание в течение 7 лет. Теперь ему предстоит возвращение в места лишения свободы уже на более длительный срок. 10 апреля в 16 часов 45 минут в дежурную часть столичной госавтоинспекции поступила информация о том, что в поселке Марха на улице Мархинска напротив дома 1А водитель автомобиля Toyota Crown совершил наезд на препятствие. В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Также было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и был оформлен по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации. 14 апреля в 19 часов 40 минут на улице Лермонтова напротив Ледового дворца Элей Батур водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 пассажирки Toyota получили травмы различной степени тяжести. Водитель также находился в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция города Якутска обращается ко всем горожанам с просьбой, если вы стали очевидцем того, что кто-то управляет транспортным средством в нетрезвом виде или пытается сесть за руль, сообщить по телефону дежурной части ГАИ 127, либо по телефону 02. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Энмеха битин бир тылы, эйгин таптыбын дебити. Бұста қабыл жанан мен бардым, қарама түге қэ. Эйхэ бәді хәбиппин, бир тылы доғыру. Атты бар туранын алану, Сибекки тупутун кереспе, қарағын олара мен борбар, сыпсыластамақ болан түстілер. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйіғі бәді қәбіппін, бір тылы доғырым. Бұста қабыл жалан мен бардым, қараңа түге қэ. Әйіғі бәді қәбіппін, бір тылы доғырым.